вечір, шановні друзі. Приветствую вас, уважаемые дамы и господа. 21:00 почти по Киеву, 20:00 по среднеевропейскому, да, времени, или сколько там времени. Так, многообещанный стрим. Сегодня канал Интервата вместе с Асланом. Аслан, добрый вечер, как слышно нас? Да, слышно хорошо, добрый вечер, приветствую всех. Канал Реалити, Аслан, блогер. Как давно блогером вы? Это недавно, да, относительно? Но меньше месяца. Меньше месяца. То есть молодые начинающие блогеры сейчас в эфире. Украина и свободная Ичкерия на площадке в Германии. Ребята, приветствую всех. Аслан, спасибо большое, что согласились и даже, можно сказать, инициировали эту встречу. Пожалуйста, спасибо, что позвали, согласились. Да, технически на канале Аслана сейчас трансляции нет, потому что как бы еще не изучили полностью возможности работы на гаджетах, поэтому сегодня работаем на канале Интервата. Через некоторое время этот видеоряд появится на канале у Аслана. Кир вот ссылочку на канал Аслана уже выложил. Кир, спасибо большое еще раз, что помогаешь работать в эфире. Ребята, кто смотрит, сегодня эфир наш свободный. Будем разговаривать на разные темы. Пишите вопросы в чате. Где-то попробуем первых полчаса поговорить о насущных темах с глазу на глаз. А дальше попробуем выйти в эфир. Можете набирать на WhatsApp, Viber и задавать вопросы мне и нашему гостю. Еще раз, Аслан, приветствую вас. Витание вам с Украины. Приветствую вас с Гамбурга. Ну, если не сложно, немножко расскажите о себе, кто вы, что вы, где вы, так, в той мере, которую вы можете сказать. Ну и давайте будем потихонечку, как наши посиделки, завязывать. Так, ну, как вы сказали, меня зовут Аслан Арцуев. Я правозащитник, адвокат. В данный момент проживаю в городе Гамбург, ФРГ. Ну, что еще сказать? До более 3 лет сейчас проживаю в Гамбурге. До этого работал, учился, жил в Москве последние 18 лет, 17 лет. Ну вот по разным обстоятельствам, в силу сложившихся обстоятельств, вынужден был уехать. Продолжаю заниматься правозащитой. Тут у нас есть своя правозащитная группа, которую я возглавляю, Гамбургский правовой центр, если перевести на русский. Она звучит так. Ну, в принципе, вот вся моя жизнь. Что вас подтолкнуло стать блогером? Ну, подтолкнула меня необходимость донести информацию так как вы сами прекрасно знаете, Василий, вот 5 лет вы ведете войну с Россией, вы отправили гробов огромное количество в Россию, вы задержали много пленных российских военнослужащих, ну и так далее. Ну все этого не перечислишь, да, они даже открыто не скрывали, что они у вас воюют. При всем при этом они отрицают, что они там есть. Они отжали Крым, сперва говорили, его не отжимали, потом официально самый лживый президент России признался, что все-таки они его отжали. И все равно они до конца стоят на том, что их там нет. Что я хочу сказать? То, что абсолютно очевидные вещи много лет уже люди отрицают, государство целое отрицает. То же самое происходило и с нами. В силу того, что мы маленькое государство, в силу того, что мы находились практически в полной изоляции, вокруг у нас небольшая граница с Грузией и все. Но много лет нам представилась возможность, мы смогли много лет оказывать сопротивление. Но в конце концов, информационно в первую очередь, а потом уже и в военном плане,
наше сопротивление было сведено на минимальный уровень. Так вот, я хотел бы прорвать эту информационную блокаду. Я бы хотел бы донести до молодежи чеченской, которая сейчас, как в советское время, болванят вот этими Ленинами, Кадыровыми. Сейчас, уже другой Ленин, это Кадыров. Все улицы Ленина, кстати, в Чечне, в Чеченской Республике, Ичкерия, названы улицы бывшей Ленина и проспекты, названы улицей Кадырова. Это очень хорошая такая аналогия Кадырова-старшего. И очень хорошо характеризует режим, который сегодня установился. Это советский режим в худшем его виде. У того хотя бы какая-то идеология была. Такой же беспощадный, такой же беспринципный. И до друзей Ичкерии хочу донести, потому что я смотрю ваших блогеров, практически всех уже пересмотрел, смотрю. И вы неправильно некоторые вещи говорите. И хотелось бы до вас тоже донести эту информацию и в силу своих возможностей пояснить вам, объяснить, потому что ложь на лжи. Бывает, запускается ложь, эта ложь обрастает новыми слухами, и она уже становится реальностью. Когда подавляющее большинство в это верит, что это истина, да, и уже исходя из этой лживой истины, появляется новая истина. Она уже истина, эта новая, но она произошла от этой лжи. И она идет уже, живет своей жизнью. И создается параллельная реальность. Мы на это испытали в полной мере на себе. Без международной поддержки. Была, конечно, в начале поддержка, но потом она сошла тоже на нет. И мы испытали в полной мере. И хотим вас предупредить, чтобы вы ни в коем случае не допускали этого. Как-то так. Я понял. А какой такой этот зашкарлупленный, такой явный, это, что стало истиной, какой пример есть, что мы так глубоко ошибаемся, да, по большому счету? Да, есть. У вас их много. Кричащий, скажите. Самое главное, что мы в составе России, что мы, ваши некоторые, у вас есть такой канал, ОМ-ТВ называется, он вроде бы там профессионалы работают, но больше они, наверное, экономисты, потому что у них такие экономические сюжеты хорошо получаются. Но на голубом глазу спокойненько так заявляет, что да, там раньше Россия воевала там против Грузии, еще кого-то, сейчас она напала на Украину. Еще раньше она воевала внутри своей страны, на своей территории, в Чеченской Республике. Этот момент, он просто принципиально важен. И вы тоже считаете, что мы часть России. Этим вы, во-первых, отказываете нам в праве, в таком же праве, которое вы сейчас пытаетесь заполучить, да, отказываете нам в праве на свою государственность, на свои права. А во-вторых, вы потакаете оккупанту, который каждый день убивает и ваших солдат, и ваших людей, граждан Украины. Мы вышли из Советского Союза на правах. Да, давайте. Да, я буду прерывать. Такой был вопрос в анонсе к чату. Я его сформулирую, а сейчас вы продолжите ваш ответ. На каком основании Чечня в 1991 году смогла отделиться от Советского Союза, если она не была одной из 15 республик? Это тот классический вопрос, на который сейчас вы, скорее всего, дадите вычерпывающий ответ. Да, дам. Так, 12 июня 90-го года, 90-го, прошу заметить, это еще Советский Союз существует, Верховный Совет Российской Советской Федеративной Социалистической Германии, у меня это составлено, я очень много пишу по этому поводу, в Фейсбуке пишу, у меня все это имеется, поэтому, чтобы быть точным в деталях, я буду иногда зачитывать. Okay. 12 июня 90-го года Верховный Совет РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете РСФСР. Понимаете, да? В которой впервые широко обнародовано о правах колониальных народов, и каждый народ, автономные республики, которые входили в РСФСР, да, у нас было
было 15 в Советском Союзе союзных республик, и была РСФСР, в которую входили еще автономные республики, да? Как, по-моему, автономная республика Крым входила в Украину, да, получается так. И на основании вот этого решения Совета, вот этого о государственном суверенитете, Чеченская республика во главе с Доку Гапуровичем Завгаевым приняла документ, лишающий ее автономности. 27 ноября был принят документ Верховным Советом ЧССР, Чечено-Ингушской автономной Советской Социалистической Республики, во главе с тогдашним председателем Доку Завгаевым, о лишении статуса советскости, автономности и социалистичности. То есть мы, Чечено-Ингушская республика, Башкортостан и Татарстан, 3 республики приняли такие законы у себя. И мы получили на правах этих 15 республик, получили статус союзных республик. И вот когда в 1991 году разваливался Советский Союз, на тот период, когда мы это все получали, Советский Союз существует. Об этом это принимает председатель Чечено-Ингушской республики, Чечено-Ингушской автономной Советской Социалистической Республики, Доку Завгаев. Дудаев на тот момент служит в одной из балтийских стран, еще военную службу несет свою. Как бы говорят, что Дудаев там развалил, там вышел из Союза там, и так далее. И вот мы получаем права союзной республики. Когда же развалился Советский Союз, Советский Союз развалился в первую очередь потому, что Ельцин и Горбачев конкурировали за власть. Ельцин как президент Российской Федерации и Горбачев как Советской СССР конкурировали за власть, и Советский Союз был упразднен, все республики вышли из состава, и мы также вышли. И к нам со стороны Российской Федерации не было никаких претензий. Более того, Горбачева поддержал Дока Завгаев, а мы, чеченцы, мы демократическая часть общества, которая была против совковой части общества, мы поддержали Ельцина и российских демократов. Есть информация, что Басаев и наши добровольцы ездили в Москву и защищали демократов, Белый дом, как положено от этих совковых КГБшников. Вот так мы получили права союзной республики, и потом уже в 1991 году, 6 сентября, мы объявили о своей восстановлении, о своей государственности, без крови. У нас один человек только, Пуга, по-моему, его фамилия была, человек испугался штурмующих дом правительства и попробовал выпрыгнуть, убежать через окно и упал, разбился. Все, никаких убийств, никакого насилия, нарушения закона не было. В принципе, так. Вот так мы получили. Более того, очень важный момент. За всю историю российско-чеченских войн, за всю историю оккупации Чеченской республики нету ни одного документа, который подписан чеченской стороной, и об этом международные организации, государства просили Россию предоставить, что мы добровольно когда-либо согласились быть в составе России. Поэтому вот все, что я вам сейчас рассказал, вышли на правах союза, потом получили свою государственность. Вот это все нам делать необходимости не было. Понятно. Мы насильно оккупированы, соответственно, мы имеем полное юридическое право, соответственно, международным правом, выходить, не отчитываясь, даже если мы были автономной республикой. Потом еще момент. Когда
мы объявили о своей государственной, о восстановлении государственности, Россия с нами торговала, у нас забиралась нефть, у нас были межправительственные отношения. С территории Чеченской Республики в 1992 году, 7 июля, или июня, я ошибаюсь, возможно, 7 июля вывели все оккупационные российские войска. Это единственное, это первое, к 7 июля, вот я посмотрел, это первая республика на постсоветском пространстве, с территории которой были выведены абсолютно все войска. Что это как не признание? Мы избрали на честных выборах, где присутствовало 27 государств, наблюдателей от 27 государств, президента и затем парламент. Все. Мы зажили спокойной жизнью. В 1993 году Ельцин, в 1992 году мы приняли свою конституцию 12 марта 1992 года. И в 1993 году Россия приняла свою конституцию. Эти юридические моменты, они очень важны, чтобы вы понимали, поэтому я вот буду сейчас... Давайте по хронологии, да, все как должно быть. Да, и в 1992 году мы принимаем свою конституцию. Конституция Российской Федерации, на минуточку, принята на 1,5 года позже, чем наша. Куда незаконно уже были мы вписаны. Пока у них была своя борьба между собой, они нас не трогали. Как только у них своя борьба закончилась, в 1993 году, в декабре, они принимают Конституцию, куда незаконно вписывают. В истории такого пример есть только один. Когда незаконно, не спросив чужую соседнюю территорию, их вписывают в свою Конституцию. Это пример Саддама Хусейна и Кувейт. Куда точно так же Саддам Хусейн в свою Конституцию вписал Кувейт и затем пошел восстанавливать конституционный порядок, она по факту захватывает залежи Кувейта. Сам себе придумал, сам себе пошел освобождать. Совершенно верно. То же самое сделала Россия. Абсолютно, несмотря... Вы знаете, вот сейчас очень легко доносить информацию для украинцев, потому что вы сейчас как бы на своей шкуре, так сказать, испытали это все, на своем горьком опыте. Россия не соблюдает свои. Мы соблюдали все для того, чтобы в случае необходимости предоставить для международного сообщества. Но мы не входили добровольно, мы могли и этого не делать. Но у нас были руководители очень грамотные, очень толковые и предусмотрели все варианты, по каким Россия будет говорить. И вот в таком плане мы стали. И мы отличаемся от Украины, Грузии, других государств только тем, что мы были первыми, на кого напала Россия. И благодаря тому, что мы долго воевали, упорно воевали, я даже скажу, мы сделали больше, чем можно было сделать вообще в нашем положении. У Украины появилось 25 лет, до 2014 года, 23 года, чтобы вырастить поколение свободных людей. Чтобы какой-то государство, да, вас там всячески расшатывали, грабили вашу армию, спецслужбы и так далее, но при всем при этом надо признать, что у вас выросли люди, которые не знают, что такое российская вот эта пропаганда, российские права. Вы свободные люди. И я считаю, и в Грузии, которая успела укрепиться позиции с НАТО, с американцами, тоже мы приложили к этому. То есть, я правильно вас понимаю, вы дали возможность, чеченцы дали возможность нам передохнуть, переобуться, перестроиться, правильно? Пока вы там... Да, время. Мы вам чуть-чуть отвлекли, как могли. А Украина это время правильно использовала или как думаете? Я, конечно, считаю, что могли бы сделать больше, да, но сам процесс того, что украинцы как самоидентифицировались, когда 3 года, на нас напали в 1994 году, мы 3 года были независимы, потом мы 2 года провели в войне, и после этого война так и не закончилась.
по факту они и в 91-м, и 92-м, и 93-м вели против нас вот эту гибридную войну всячески. ГРУ, военные, спецслужбы. Но вот открыто они 26 сентября вошла так называемая оппозиция, а 11 декабря они уже, когда мы разбили эту так называемую оппозицию, которых на российских танках с российскими военнослужащими, которых Грачев потом назвал наемниками, это их кадровые офицеры, он их всех назвал наемниками. Мы в 1994 году уже как бы столкнулись. Единственная разница между нами была то, что мы не успели подготовить свое общество, подготовить, в принципе, общество у нас было готово. Мы дали, я считаю, да, это заслуга чеченского народа, не моя, конечно, я не так много внес в это дело, но чеченцы, которых уже большей части нет живых, они вложили большую лепту до становления свободных людей не только в Украине, а в страны Балтии, например, тоже успели войти и в Евросоюз, и в НАТО за этот период, потому что им бы тоже это все грозило. Если мы сразу сдались бы, сказали, все, давайте не будем воевать. Аслан, кто взял первый удар на себя? Какое сопротивление вот это было? Кто вот сдерживал эти силы? Первая была у нас вот наша президентская гвардия. В основном были... это надо у военных спрашивать, которые непосредственно... это тоже, в какой-то степени добровольцы, правильно? Как добровольцы? Ополчение. Да. Ополчение, да. Это сейчас вот у нас на Донбассе слово ополчение, оно перевернулось с ног на голову. А правильно, ополчение это наша украинская армия, наши ребята, которые с Майдана прямо пошли, они пошли в ополчение. А вот эти сепаратисты. Поэтому здесь тоже, ребята, не путайте. Ополчение это не те, кто пошел против своей армии. И ополчение это те, кто пошли первые защищать свою территорию. Добровольцы. Да, добровольцы. Но вот этот момент тоже, кстати, Василий, очень важен, потому что многие украинцы, об этом мы тоже писали, я тоже писал об этом. Какая разница между Луганско-Донецкой, так называемой Лугандонией, и Чеченской республикой Ичкерия? Как бы говорят, что Россия это как бы Украина, а Луганская и Донецкая республики, части это Чечня, что Украина наводит порядки у себя там, а Россия наводила так. И даже украинцы некоторые говорят, смотрите, что вы сделали с Грозным, а что мы сделали с Донецком. Удобная такая аналогия. Да. Она бросается в глаза. Если бы не одно, а там много, но если бы было бы, что реально был бы какой-нибудь лугандонский народ со своей исторической общностью, которые никогда добровольно в Украину не входили, которые много-много лет сражались за свою государственность и независимость, что вот эти лугандонцам никто не помогал, да, не вводил танки, их там нетов, например, если бы в Чечню пригнали бы, с Грузии, грузины бы, например, нам помогали бы, вводили бы свои танки со своими солдатами, офицерами, бомбили бы, сбивали бы с ПВО и мирные, и немирные российские самолеты. Если бы это было так, да, то можно было бы какой-нибудь аналогию и то с натяжкой проводить. Поэтому то, что произошло в Ичкерии и то, что происходит в Украине, есть другая аналогия. Надо просто эту Украину взять и сделать из нее маленькую Чечню. Грубо говоря, если у вас 30-40 миллионов, то у нас миллион. Уменьшив в 30 раз. Вот у нас был Натеричный район. Натеричный район, он граничит со Ставропольским краем, и там у нас располагались ихтамнеты и коллаборанты. Вот эти ваши Захарченки, эти разные Моторолы всякие, Гиви эти, да? Да, Моторолом пришедшие, такие супермаркеты, охранник супермаркета бывший. Мойщик машин, да. Но у нас были Автурханов, Умар Автурханов, по-моему, его фамилия, чтобы не ошибиться, Хаджиев, эти все коллаборанты, еще старые агенты КГБ,
эти люди устроили вот этот Луганский Донецк у нас в Шелковском районе, на Теречном районе. Туда же техника пригонялась, потом еще они Народную Республику типа объявили у нас в Урус-Мартановском районе, там Гантамиров такой был. Ну вот проводить если аналогию, это у нас вот ваша Лугандония, это была наш натеречный район, которые нагнали техники, оружия, их там нету. Ну и наши ребята были обмануты и против Дудаева выступали, которые не являются сотрудниками. Ну как и у вас, вот эти ополченцы, да, так называемые, они же ну, обмануты по факту, да. Это для них смягчающие обстоятельства, эти люди обмануты, потому что их пропаганда задурила, да, они предали Родину, но при всем при этом они, для них как бы это является смягчающим обстоятельством. Вот смотрите, вот вопрос про пропаганды. На то время уже активно велась пропаганда, она была в массах там, да, внутри, или это по телеку это все, как давилось информационно на людей в то время? Вот мы сейчас понимаем, как это делать, да. Тогда. На вас уже, вот я наблюдаю за этим, за всем, на вас она уже как бы отточена. Вы не думаете, что вот если они там не ошибаются в своей пропаганде, в своей лжи, что это, ну как бы, хотя они ошибаются, ну, они делают вид, что не заметили и продолжают дальше врать. На нас обкатывалась вот эта вся машина новая, вот эта Российской Федерации пропагандистская. Да, это также велась. Но был такой момент, период времени, когда в России были свободные журналисты, которые очень много сделали для того, чтобы пробить вот эту... Был такой Артем Боровик, которого убили вместе с Зией Бажаевым. Тоже очень грамотный, честный, толковый журналист. Последняя, одна из последних, там, правозащитница журналистка, это Анна Политковская. Ну, были такие люди. Но по сравнению с тем, что и сейчас, может быть, в России появляются такие люди, например, Анастасия Кириленко такая есть, но она просто ведет не проукраинскую журналистику, она ведет, в принципе, пророссийскую, изобличая Путина, его преступную клику. Но сейчас уже, конечно, все средства массовой информации взяты под контроль, но появился интернет. Видите как? Мы можем вот садиться, блогер, да, человек просто сесть и рассказывать на несколько тысяч человек или даже на миллионы вещать. И в этом плане ситуация у вас изменилась. И вы еще можете фиксировать. Вам очень повезло, что сбивается, например, буком сбивается Боинг, и вы практически до его части можете проследить по видеорегистраторам, там еще кто-то, кто заливает эту информацию. Вот они сами палятся по фотографиям. Аслан, дискуссия очень интересно идет в чате. Нас сейчас смотрят 240-250 людей. Много людей поддерживают такой диалог, поэтому вот я так фиксирую вопросы, которые по ходу вашего рассказа буду вставлять. Ребят, тут просят модеры, ставьте лайки. Разве такой диалог не заслуживает вподобайки? Смотрите, это впервые, вот ну, у меня так точно. На таком уровне общаемся. Сейчас многие украинцы прозревают, я вам так скажу. Просят, Аслан, как можно ну, больше информации от этой войне, которая, да, вот российско-чеченская, возможно, тезисно. Ну, реально мы не все знаем или мы ничего не знаем, скажу вам так. Ребят, пишите вопросы, я фиксирую вопросы Аслану. И на канале Интервата только идет трансляция, поэтому кто ждал это на канале Реалити, к сожалению, не получилось. Сбросьте ссылки в группы, не знаю, на этот канал, кто... Думаю, трансляция еще мы продлим. У вас есть время, Аслан? Да, я готов. Ну, поэтому бросьте ссылки в группы. Запись появится в Аслана на канале, как только будет обработано видео на YouTube. Поэтому такой формат нужен.
И, Аслан, вам слово. Так, ну, на чем мы остановились? Ну, мы остановились, что у вас были эти те же самые очаги этого коллаборантского движения, которые вот были некоторые задурены, некоторые, скорее всего, куплены. Вот я вас спросил, какая пропаганда, вы сказали, что вот тогда более-менее был какой-то формат независимых журналистов, да, которых Да, да, сейчас да. не наблюдается, можно так сказать. Да, вот смотрите, кстати, это тоже очень важный момент, когда пришел Путин к власти, он как Ленин в свое время захватил все почтамты, телеграфы, да, он также захватил все телевидение, радио и способствовал этому пособник геноцида в Чеченской Республике Альфред Кох. Был такой чувак, который сейчас проживает на западе Германии, на уворованные, я так понимаю, других у него не может быть денег, или нажитые нечестным трудом деньги, безбедно проживает, нагло ведет пропаганду пропутинскую, но как бы является противником Путина, оппозиционер Путина. Это человек непосредственный инструмент, непосредственно исполнитель уничтожения остатков свободы слова в Российской Федерации. Также он всячески поддерживал геноцид против чеченцев, граждан Чеченской Республики. Он нагло утверждает до сих пор, что чеченцы устроили геноцид и изгнали и убили более миллиона русскоязычного населения в Чеченской Республике, что абсолютная ложь, так как нету ни одного массового захоронения убитых русских, нету ни одного осужденного или привлеченного по этой статье чеченца, да, который убивал. И сейчас на территории России, на территории Чечня полностью под контролем находится оккупационных сил, они могли спокойно предоставить нам массовых казненных чеченцами. Хотя бы 100 человек. Я не говорю, они 200 тысяч, говорят цифры. Миллион изгнано и 200 тысяч там. Это все ложь. Этот человек проживает здесь. И вот эти люди не наказываются ни европейскими странами. Их тут они могут наплести разные сказки, ну и все. И законы все знают. У него статья «Контрабанда картины». Картина, которая стоит, по-моему, 150 тысяч рублей. Это, на сегодняшний день 2000 евро. А самый интересный момент, контрабанда, это статья в ведении Федеральной службы безопасности, ФСБ. Как будучи агентом, я так предполагаю, эту статью не ментам отдали, ее можно по другой статье можно было, а по ФСБшной статье его. И вот она у них в ведении, и он тут такой весь диссидент, пострадавший, его приглашает на свой канал, там на свой стрим, как у нас, грубо говоря, есть. Приглашает Борис Райт-Шустер, такой русскоязычный немецкий журналист, и они тут обсуждают там, и этот Альфред Кох, он рассказывает, что Путин применит ядерное оружие, надо все бояться. Но это преподносится так, вот такой скользкий типок, преподносится так, что как бы он, конечно, за цивилизованный мир, там, против Путина, но и я уверен, он еще себя политиком местным тут позиционирует, у него корни немецкие, но фамилия, по крайней мере, имеет корни, хотя это может быть легенда, ничему не удивлюсь. И вот человек нагло проживает, и пока мы его не привлекли к ответственности, но мы будем этим заниматься, всех без основателей будем привлекать. Да. Тут вопрос сразу, как бы, можно сказать, по теме. Есть ли в Германии чеченцы, которые поддерживают действующую власть, которая сейчас в вашей республике, и как они себя проявляют? Вы имеете в виду оккупационную власть? Да, да. Ну, смотрите, у нас чеченцы, они как бы оболванены немного, и многие как бы считают, что поддерживают Кадырова. Хотя как бы Кадыров позиционирует, что это какая-то там чеченская власть. Никакой чеченской власти Кадыров не представляет, он представляет российскую власть. И есть такие люди, их очень-очень мало, их там несколько человек фактически.
остальные как бы не проявляют никаких своих политических пристрастий, своих взглядов. Есть, ну, именно здесь, в Гамбурге и в Киле, есть там, как так называемый представитель, я не знаю, как он там на самом деле называется, кто он из себя, что он из себя представляет, но есть несколько человек, которые там в Инстаграме там постят, там футболки Кадырова одевают, ну, вот вся их деятельность, ну, конечно, может, они занимаются. Это та часть, которая открытая, занимается подрывной деятельностью, какой-нибудь разведывательной деятельностью. Ну, есть, я знаю, что тут есть группы, которые не светятся, нигде не указываются, но пытаются всячески там собирать информацию, участвовать, где что им там надо. Ну, вот так вот. Аслан, тут настаивают поднять вопрос. Василь, спросите Аслана о канале «Запрещенный Кавказ». Что вы можете... Я, например, ничего не знаю об этом. Вы можете прокомментировать? Да, конечно. Адам ведет этот канал. Это, ну, сейчас, если не ошибусь, ну, возглавляет в правительстве Чеченской Республики в экзиле, Ичкерия в экзиле, возглавляем Ахмедом Закаевым. Он возглавляет информационный отдел или министерство, я не знаю, как это правильно называется. Канал наш абсолютно про ичкерийский, про демократический, абсолютно. То есть этому каналу можно доверять, если нужно искать информацию, вы рекомендуете, ну, к нему прислушиваться? Да, совершенно, да, это «Запрещенный Кавказ», это Адам Банд, вот это наш человек. Угу. Так, Аслан, дякую вам дякують. Сейчас, одну минутку, я отлучусь на секунду. Да, я пока организационные вопросы расскажу, а вы... Ребят, напомню, сейчас вы являетесь участником Интерстрима. Это канал Интервата, на котором вы сейчас, и канал Реалити Аслан, блогер из Гамбурга, Германия. Он сейчас немножко отошел. Пишите ваши вопросы. У нас эфир, ну, как бы такой свободный. Попробуем в конце эфира выйти на связь по WhatsApp. Попробуйте вживую задать вопрос или сказать свое мнение. Я все сообщения в WhatsApp тоже вижу. Перейдем экватор, когда уже, ну, много вопросов обговорим. Попробуем вывести в эфир и сказать свое мнение или свое отношение к нам. Вадим, Вася, привет из Вадим, Аризона. Нас смотрит Аризона, наш друг Вадим Фукс. Вадим, приветствую вас. Сегодня у нас такой опять интернациональный стрим. Вадим был на этом чате 23 февраля, но он на старте вылетел, поэтому тут говорится все свои. И в чате есть Александр Беспалый, ну, был, по крайней мере, это наш с вами коллега, тоже блогер. Есть Анатолий Сайгон, есть наша Украина-Русь, поэтому интерес большой к этому всему. Сейчас 250 человек одновременно смотрят. Поэтому спасибо большое еще раз, что нас смотрите. Двигаемся дальше. Ссылочка на канал «Запрещенный Кавказ» Кир положил в чат. Подпишитесь, посмотрите информацию. Здесь правильные люди рекомендуют прислушаться к тому контенту, который там есть. Соответственно, есть канал Аслана, тоже время от времени Кир выкладывает. Будем практиковать такие встречи, возможно, более в широком круге, и грузин привлечем, и белорусов. Поэтому все работает. Так, что еще? Давайте соберем деньги на снайперов, чтобы убить кого-то. Аслан, если не возражаешь, будем дергаться, потому что вопросы идут, я их что-то записываю. Они не совсем в контексте действующей темы, но будем прыгать. Как вы относитесь к Бандере, Шухевичу и УПА?
Ну, я просто не очень хорошо осведомлен в данном вопросе. Степан Бандера человек, идеолог, борец за свою страну, за свою независимость. К нему я отношусь хорошо. Шухевич, я так понимаю, тоже. И как бы, ну, всех нюансов не знаю. Есть противоречивая информация там. Ну, российской стороне, которая забрасывает вот эти фейки, иногда я абсолютно не доверяю, но когда ты не владеешь вопросом, то иногда ты, остается в голове, как, впрочем, у вас. Так я отношусь ко всем хорошо, кто борется за свои права, за свою свободу и уважает общечеловеческие принципы норм и морали. Да, все правильно. Если как бы не владеете, лучше как бы не поддавайтесь тем слухам, сядьте, разберитесь с разных источников. Сейчас, слава богу, открываются архивы, открываются все доступные средства, поэтому анализируйте, смотрите и как бы на украинском языке шануйте своих героев. Да, совершенно верно. Если Россия говорит, что он террорист, то, скорее всего, это святой человек и наоборот. Если они говорят, он святой, значит, он отъявленный мерзавец. Приветствуем Куат с Казахстана, блогер с Казахстана. Спасибо, Куат, что с нами. Спасибо, что не спишь. Привет тебе от Аслана. Александр Беспалый пишет, не нужно денег собирать на киллера, лучше бросьте на карточку Александру Беспалому, и он знает, куда, на какие сбросить, нужды сбросить. Канал «Запрещенный Кавказ», активно ссылка в чате, смотрите, подписывайтесь. Аслан, откуда вы, спрашивают? С какого района, где вы родились? Я родился в городе Грозном. Чечено-Ингушской автономной Советской Социалистической Республики. Город Грозном. Анатолий Сайгон подписался на «Запрещенный Кавказ». Анатолий, спасибо большое. Так, вопрос из чата, который я записал. Если бы у вас была возможность проголосовать или кого бы вы поддержали на президентских выборах в Украине? Если этим вопросом интересуетесь, если хотите это озвучить в этом эфире. Да, я интересуюсь, конечно, пытаюсь по мере возможности наблюдать, не пытаюсь ни в коем случае лезть в внутренние дела Украины, так как это сугубо ваше личное дело. Но мне импонирует, мне лично, мое мнение, Петр Алексеевич Порошенко. Можете 3 достоинства и какие-то недоработки, которые вы заметили? Ну, за что, как минимум, нужно дать голос или над чем еще нужно работать, если тоже владеете? Ну, мне нравится, что он выстоял. Конечно, это украинский народ выдержал, но какую дипломатическую и международную линию, позицию, труд, который он вложил, команду, которую он вокруг себя собрал, да, короля королем делает свита, как говорится. Когда у тебя хорошая свита, когда у тебя хорошая команда, то ты многого добиваешься. Это, конечно, не только его личная заслуга, это те обстоятельства, которые сложились в мире, да, звезды, как говорится, располагали к Украине даже в ее тяжелейшем положении, когда армия отсутствовала, когда там спецслужбы были там деморализованы, армия деморализована, но народ выстоял. Так, Петр Порошенко, как бизнесмен, держится, мне нравится, как он держится в общении с главным международным террористом, держался во время общения. Ну что еще? На сегодняшний день я бы вижу его только из кандидатов в президенты, который что-то сделал и сделает. Ну, минусы то, что ваша прокуратура, ну и то, что меня касается, Генеральная прокуратура, конечно, это не касается президента, конечно, напрямую, но если такой генпрокурор есть, то этот генпрокурор у себя должен навести порядок. Был выдан в прошлом году Тумгоев Тимур,
которая воевала за Украину, это просто колоссально. Мало у вас дел против СБУ, Бывших которые регионалов, бывших, которые разграбили страну, да? не расследованы дела. Конечно, это все дело правоохранительных органов, прокуратуры и СБУ, этим всеми делами заниматься. Расстрел вот этой небесной сотни и снайперский вот этот. Кто бы он ни был, Петр Алексеевич или должен снять такого прокурора, взять какого-нибудь районного честного прокурора из какого-нибудь там маленького города, просто привести и поставить генеральному. И сказал, давай, работа одна, кодекс процессуальный один, как надо, прокурор разберется, как надо, какой бы квалификации, какого бы уровня прокурор не был. Поэтому, да, вот этот момент я считаю, конечно, но, опять же, идет война, охота на ведьм, всем поголовно сносить головы, там, как мы знаем, любой преступник всегда пытается замести следы, не так легко все это доказать. Поэтому, ну, вам сперва надо победить, и, ну, вот такие вот минусы. Понятно. Из чата Александр Беспалый делает поправочку. Друзья, я имел в виду, что вы непосредственно можете помочь батальону имени шейха Мансура. Не через меня, а непосредственно, ребята. В том числе и через батальон. Дальше Куат из Казахстана пишет. Да, у нас Мустафа Шокай, у украинцев Степан Бандера, у войнахов Джохар Дудаев и Аслан Масхадов. Обязательно озвучьте это в эфире. Вы согласны с этим? Да, если да, у нас много, ну как и у других, но у нас очень много. Джохар Дудаев, Аслан Масхадов, это последний наш президент, ну последний. У нас шейх Мансур был, вот честь батальон, который у вас в Украине воюет, в честь него назван. Ну, очень много героев. Отношение к названию улиц в Киеве имени Акуева и Дудаева. Не знаю, кому это вопрос. Наверное, к вам. Конечно, только положительное спасибо. Это люди, которые воевали не только за нашу свободу, они воевали, погибли за вашу землю, за вашу свободу. Это дань памяти, которую вы отдаете своим героям, без разницы, вне зависимости, там, да, какой национальности эти люди. Я к этому отношусь положительно, конечно. Как, например, Сашкову Белому, мы Александр Музычко, который является героем честь нации, высшая награда нашего государства. Ну, также Анна Политковская, журналист, которая погибла, защищая права, расследуя преступления против чеченцев. Тот же Александр Литвиненко, который был сотрудником ФСБ, который воевал в Чечне против чеченцев, но участвовал в этой войне. Ну, потом осознал и стал героем, и мы назовем и своих героев также в честь этих людей. Улицы. Вопрос вам. Вы были знакомы с Исом Мунаевым? Нет, я лично не был знаком. Аслан, много ли в Германии узбеков и чью сторону они поддерживают, Украину или Россию, если вы, конечно, в курсе? Не знаю, я Аслан, не встречал. планируете ли вы приехать на встречу блогеров 23 марта в Киеве? Я, конечно, с удовольствием, но сейчас надо визу получать, я физически не успею, плюс я учусь. И я как бы сейчас не смогу, наверное, 23. Ну, я бы с удовольствием, конечно, приехал. Ну, я думаю, это не первая встреча. Видите, блогерское движение сейчас в Украине растет. Сейчас как минимум штук 5 блогеров в чате. Ребят, во второй половине нашей беседы приглашаем вас в наш чат с Асланом, в телефоном или здесь пишите. Время у нас есть еще, Аслан? Еще не спим? Да, конечно. Время. Да, смотрите, блогеры уровня 500, 700, 1000, 3000 подписчиков. Поднимаем такие серьезные темы, поднимаем это все снизу. И увидите, что завтра это все будет разделано на цитаты. Завтра это все будет передаваться с уст в уста, так как вот наши войнахи передают своим потомкам вот той истории, которая была в их жизни.
Расскажите, вот мы поднимали вопрос выселения, трагедии вашего народа в 1944 году. Этот уже вопрос много как бы обсуждался здесь, но сами понимаете, аудитория расширяется. Вот эта трагедия, это вы назвали это, ну, прямым словом геноцид. Вы были Да. в эфире тогда. Это последствия чего, по вашему мнению? Почему так с вашим народом поступили? Но в первую очередь, конечно, я долго думал над этим, я задумался над этим. В первую очередь это было то, что чеченцы, чеченцы и ингуши, ну и выселяли не только их, 4 года, 3 года в 1944 выслали, 3 года, даже более, находились в одних окопах с русскими, с украинцами, с белорусами там, и так далее. С казахами, с таджиками, с узбеками, со всеми. И, как мы знаем, боевое братство, оно самое близкое, сплоченное братство, когда ты каждый день рискуешь своей жизнью и готов отдать жизнь за своего друга. Ну, вы пожизненно становитесь реально настоящими братьями. Да? И вот эти люди вернулись бы с войны, и Сталин прекрасно понимал, кто первый начнет возмущаться советской властью, имея боевой опыт, навыками владения оружием, и имея друзей среди русских, украинцев, белорусов и других многочисленных народов. И я так предполагаю, для того, чтобы, уже видя, что война заканчивается, в 1944 году Красная Армия находилась уже на подступах к Германии, в Европе, на территории Советского Союза уже не было войны, тем более на территории Кавказа, и необходимости, что там немцы захватят какие-то нефтяные промыслы, что мы там объединимся с немцами, ударим в спину, это все, конечно, ерунда полная. И боясь, что эти люди объединятся и вернутся, нас именно только за свою власть. Именно как военный преступник Сталин, который убил много-много и до войны людей, и был организатором и зачинщиком этой войны, он пошел на предупреждающий шаг, удар, и выслал всех женщин, детей, и уже разрозненно по одному с фронтов, собирая чеченцев, отнимая у них оружие, отправляли в ссылку, где они были полностью урезаны в своих правах. Мне кажется, ну, не только чеченцев, и других, мне кажется, это было основной причиной того, чтобы почему нас выслали. Чтобы мы не пошатнули его трон, который был на миллионных трупах и миллионных литров крови, на которых он установил, и знал, что ему грозит смерть. Мне кажется, вот это основная причина. Все остальное это обвинение нас в каком, что мы какого-то коня подарили. 1 200 000 русских перешло на сторону с Власовым, на сторону Гитлера, а тут какого-то коня подарили. И то нет ни коня, ничего, люди воюют на фронте, а их женщин, детей, стариков. Выселяли-то, это же не было высылка, как я говорил в прошлый раз. Это был геноцид, это было убийство по национальному, этническому признаку под видом депортации. Как будто переселение с одного места в другое место. Это было и много людей, например, там, в горной местности, куда не могли добраться на грузовиках, студебекеры, как раз американцы подарили Советскому Союзу, Сталину студебекеры, и Сталин именно этими студебекерами грузил женщин, детей, спускал на равнину, а куда не могли добраться эти студебекеры, или там из-за снежности, или там еще обвалов каких-нибудь, людей уничтожали на месте. Например, в селе Хайбах было около 750 человек, женщин, детей, стариков, в основном собраны в местной колхозной конюшне, обложенные сеном для утепления якобы, чтобы они там будут ждать, сейчас им что-то там будет сейчас им говорить. И такой был полковник Гвишиани,
он приказал, они подожгли. И под напором человеческой массы двери были вот эти большие, ворота были снесены, да, народ начал убегать. 2 пулеметчика просто расстреливали этих людей, и в огромном количестве, они все были практически убиты, там 1-2 мальчика спаслись оттуда, остальные все погибли. Также топили в горных озерах, у нас есть там озеро, холодное, там, горное озеро, в горах находится это озеро, не Кизиное, а Галанчошское озеро. До сих пор чеченцы, уже прошло 75 лет, не берут оттуда воду. Никто в этой воде не купается, потому что она была замерзшим, и в прорубь людей просто вот так скидывали, огромное количество людей утоплено в это холодное февральские дни, утоплено в этом озере. Люди закидывали, вот эти красноармейцы, закидывали гранатами. Это очень важная тема, Василий, я ее чуть-чуть разверну. До начала вот этой депортации, 23 февраля, за несколько дней или недель в каждый дом в Чечне было поселено по 2 солдата и офицера. По 2 солдата и офицера. И они должны были под видом якобы 23 февраля отмечать. Они сейчас будут. И чеченцы, особенно женщины, матери, жены, там, бабушки, у которых сыновья, внуки, мужья на фронте, готовили им еду, обстирывали их, там за ними как-то вот их сыновья, потому что их сыновья на фронте, и тут пришла своя Красная Армия. Это был невероятно подлый удар, нанесен Россией чеченцам, и обстирывали все, и никто из этих, некоторые говорили, не предупредил, что вас будут выселять. Одно утро, 23-го, в 5 утра, в 6 утра всех подняли, не сказали ни одежду бери, ни еду бери. За редким исключением были люди, которые предупреждали, вас будут выселять. Но чеченцы не верили, опять же. Как так, мы воюем. Как бы благородный человек, трудно поверить в подлость такого масштаба. Вот, сжигали на месте, убивали, закидывали, протыкали штыками детей, женщин. Просто геноцид. И везли 3 недели до места поселения, и специально поезд стоял в вагонах, оцеплены солдатами, и вот ты в этом находишься. Замерзают от голода, от болезней, люди умирают. Тогда доехало уже более половины, около половины, уже по дороге погибло. Вот вдоль вот этой всей дороги железнодорожной до Казахстана, там, Сибири, Средней Азии, усыпано чеченскими телами, трупами. Их прикапывали там, вот они так и гнили, лежали и летом, и зимой. И когда приехали на место уже, у вас какие-то шумы там, Василий. Шумы? Ребят, как нас слышно, напишите, я ничего не менял. Аслана хорошо слышно? Говорит, вот сейчас шум пошел. Был такой шум такой. И вот, когда на место прибывали, как я ранее говорил, местное население предупреждалось, что едут к вам людоеды, едят детей, там, чтобы не помогали. Ну и там уже тоже гибли в огромном количестве. И это не была депортация. Это был геноцид, как голодомор в Украине, который не был продовольственным кризисом, там, продовольственным каким-нибудь там... Это был чисто геноцид был под видом продовольственного кризиса. Для Запада, Европы объяснялось, что это наше внутреннее дело, мы тут не можем накормить, у нас проблемы, извините. Реально люди умирали из-за того, что искусственно убивали голодом. Так было в Украине, так же было и Чечено-Ингушетия. Ребят, пишут, что одним хорошо слышно, другим шумит. Ребят, я боюсь движение сделать, чтобы вообще трансляция не пропала. Поэтому будем громкость увеличивать, когда будем слушать записи. С каждым словом Аслана все больше и больше ненавижу русский мир.
и все ему присущее. Так могли с людьми поступить только изверги и людоеды. Пишет, Совершенно верно. пишет человек Так, ребят, сейчас попробую сделать ссылку на вход в чат или ну, есть контакты Viber, WhatsApp, у кого есть желание подключиться, задать вопрос. Аслан, не возражаете, если мы кого-то запустим в эфир в WhatsApp? Мы уже как бы такие, ну, чат живой, сейчас нас смотрят 282 зрителя. Вот пишет Дуглас Джо, за 2 последние войны России и Чечни все верили СМИ России. В Дагестане тоже был голод. Да. Нас приучали к тому, что чеченцы террористы и бандиты. То, что я вам тогда и говорил. Вот эти взрывы, всегда искался чеченский след. Помните, ну, это украинцы хорошо должны помнить. Всегда искался какой-то чеченский след, и все. И это все приводилось к тому, что вот видите, мы тут боремся с терроризмом. А оказывается, видите, с чем борются. Так. Давайте еще, я хотел бы вас спросить, феномен, я как этот интерватник двухмесячный, феномен русской ваты в Германии. Вот этот я, конечно, первый раз столкнулся и был шокирован, по большому счету. Корни понимаю, что вот как она там живет вот, в параллельном своем мире. Ну, тут приезжают люди с советским мышлением, ну, вот знаете как, некоторые делают документы, что у них есть родственники, там, немцы, да, имеют какие-то там родственные связи, приезжают, подаются, все, это тоже промышляется. Там у них вообще ни одного человека, ни по маме, ни по папе нету немца, или по еврейской линии, ну, по-моему, евреи получше проверяют, чем немцы в этом плане, и то, не могу сейчас сказать, делается вот что-то там по немецкой линии, приезжаешь, или же у тебя какая-нибудь бабушка по маме, а ты абсолютно со всех сторон являешься, ну, не немцем, приезжают люди, и по факту они русские, да? Сейчас на связи был Куат. Дождемся? Да, дождемся. Куат, я получил входящее, не знаю, почему не соединила. Сейчас. Я буду перебивать, я прошу прощения. Да, ничего страшного, конечно. Слышно сейчас вызов? Мне? Да. Мне слышно, да. Куат, салам алейкум. Алло. Валикум салам. Доброй ночи. Слышно Куата вам? Да, слышно. Куат, я по видео Куат, хотел дозвониться, не Салам смог алейкум. дозвониться. салам алейкум, Куат, ты в эфире, можешь говорить. Салам алейкум. Аслан, Валейкум. Василий, Валейкум. приветствую с Привет. Казахстана, у нас 3-й час ночи уже. Интересная беседа, слушаю внимательно. Вот про геноцид хочу сказать, добавить, что у нас был и как бы геноцид казахов, голодомор, до 4 миллионов казахов погибло. Как вот Аслан говорит, да, там везде были красноармейцы, говорили, вот сейчас везут таких вот бандитов, разбойников, как бы настраивали местное казахское население. Ну, все равно, видите, мудрость аксакалов, как бы говорить одно, а делать это другое. Поэтому как бы сперва у нас голодомор устроили, всю интеллигенцию расстреляли, всех убили. Вот у нас Алихан Букейханов, наш как бы первый президент партии Алашарда. Поэтому как бы мы все пострадали от этого террора. Как бы, и мой народ сильно пострадал. Как бы. Нас на месте, то есть у нас очень большая страна, нас никуда физически не смогли бы вывести. Поэтому нас как-то вот верхушку, творческую интеллигенцию, партию Александра всех перестреляли. Как бы. На этом
Да? Потом началась колонизация, то есть заселение казачеством. Везде казачьи станицы начали строиться. Ну и дальше уже большевизм пошел. Куат, ты писал Ну, слава Всевышнему, сейчас как бы Куат, начинаем. ты писал в чате Да. такой тезис, что некоторые чеченцы не хотят возвращаться с Казахстана. Было такое или мне показалось? Ты писал? Да, было. То есть мне сами Чечни, войнахи просят, там уже ко мне подписываются, спрашивают, как там войнахи живут, почему они не переезжают. Ну, я вот с ними разговариваю, как бы, здесь им нравится, здесь не надо кричать Назарбаев сила или там Нурсултан сила. Здесь такого нету, как бы. Здесь мы сами, казахи, такое не говорим. Как бы мы живем мирной жизнью, верим в свою веру, во Всевышнего, все. Ну, президент, он человек смертный, как он может быть силой? Ну, это я намеком сказал, поэтому, наверное, они тоже ждут как бы тех времен, когда наступят хорошие времена, чтобы вернуться. Пока им здесь комфортно, здесь никаких притеснений нету, никто их не сажает, здесь они свободно могут передвигаться, верить во что хотят. Их никто ничему не принуждает, не заставляет. Поэтому им здесь очень комфортно, они здесь уже как не как родные, поэтому многие здесь даже вот он не слышит тебя, у меня наушники. Каждого 23 числа проходит везде зикры, и я вот Аксакалов слыхал их интервью. Они даже хотят, чтобы их здесь похоронили. Потому что уже... Куат, есть вопрос от Аслана, сейчас он задаст, я тебе передам, потому что я в наушниках тебя слышу эфир. Ага. Да, я хотел сказать, ну, не столько вопрос, сколько как бы уточнение того момента, что чеченцы же, которые не едут сейчас в Чечню, это они же не закодированы. Переключайся в эфир, Куат, переключайся в эфир, Аслан комментирует, освобождай линию, сейчас будем еще подключать людей. Спасибо большое, что подключился. Хорошо. Все, свободно. Агва, Казахстан, давай. Чеченцы не едут не потому, что там Ахмат сила, им кричать не надо, хотя это тоже уже является большой причиной, а из-за того, что они уже там обжились, с 1944 года люди там уже, ну, как бы воросли в эту землю, там похоронены их родственники, отцы, поэтому как бы сейчас, да, туда ехать неохота, но уже давно просто живут и остались с тех пор люди. Когда мы вернемся с Европы, как останутся здесь в Европе очень много чеченцев, которые это тоже в каком-то смысле будет наша диаспора, которая будет находиться как сейчас в Казахстане, в Европе, в Иордании, в Турции, в Сирии, есть везде. Так что вот так вот. Понятно. Здесь был еще вопрос. Расскажите про Юсупа Темирхиева, да, как его? Темирханова. Да, я прошу прощения, если я там карандашом неправильно записал. Да? Ну, Юсуп Темирханов это мужчина, который уничтожил концентрацию от того зла, которое творилось в Чечне, вот олицетворение в Буданове было вот концентрация всего плохого. Это было убийство, изнасилование, пытки, вот все, что делал Буданов, все, что делала российская армия, это делал Буданов. Кстати, это был уроженец Донецкой области. Если бы герой Юсуп Темирханов не ликвидировал его в свое время, он бы сейчас на место Захарченки там, или еще кого-то сейчас у вас находился бы. Я тебя не слышу, Василь. Вы выйдете в эфир? Как? Я не понял. В эфир выйдете? Мне не говорите, Василий.
А вы где сейчас, онлайн или? Мне продолжать говорить, понял. На YouTube или как? Сейчас Поэтому вас не Юсуп слышат, но я могу Тимирханов вывести вас в эфир. уничтожил Я хотел полковника просто лично поговорить российской с вами. армии, Попозже созвонимся. военного Попозже преступника, созвонимся. матерого убийцу До свидания. Хорошо. Юрия Буданова, который занимался убийствами, изнасилованиями, грабежами, похищениями на территории Чеченской Республики. Убил его 4, по-моему, выстрелами в лицо. Эти фотографии обошли там всю Россию, весь мир. Это мертвого Буданова. Я, конечно, против насилия, но человек, который убил девушку, который много еще до этого убивал людей, отсидел, был осужден на 10 лет и отсидел чуть меньше, вышел, а сидел он в Ульяновской области, где губернатором был его непосредственный командир и начальник, другой военный преступник Владимир Шаманов, который обвиняется чеченским государством, чеченскими властями в массовых убийствах, геноциде, военных преступлениях. И Шаманов его на выходные забирал из изолятора в баню, за ним приезжала машина к Буданову. Вот в таких условиях сидел этот бандит. И ульяновский губернатор, которому за убийство чеченцев дали пост, правда, он с успехом разворовал, провалил все, что можно провалить в Ульяновской области, и пришлось его снять, потому что уже народ выл от него. Сейчас он является советником, там, каким-то другим бандитом при бандитском режиме Путина. Ну вот, Буданов был убит, Юсуп Хаджи Тимирханов был задержан. Задержан только лишь по подозрениям. На 100% утверждать, что именно Юсуп Хаджи Тимирханов убил Буданова, я не могу, но исходя из того, что есть какие-то косвенные подтверждения, можно утверждать, что да, убийцей, ликвидатором этого преступника был Юсуп Тимирханов. Юсуп Тимирханов был убит в тюрьме на день 2 августа, с ночи 2 августа он был отравлен, с ночи 2 на 3 августа он был отравлен на день ВДВ. Это как Шаманов, как десантник, на день ВДВ он был отравлен, и в тяжелых муках в российской тюрьме очередной чеченец, которых огромное количество уже убито, продолжает убиваться, пытаться. По сегодняшний день в тяжелейших условиях находятся все заключенные с Кавказа, в частности Чеченской Республики. Был убит, привезен на свою историческую родину. Он давно не жил в Чечне, он жил в Москве, он был бизнесменом. Но когда Буданов убил девушку и поглумился над ее уже мертвым телом, Тимирхан Юсупов посчитал делом своей чести, бросив все, что у него было, свой бизнес, все. Он подошел и застрелил, выследил, нашел и застрелил этого преступника. Был убит, похоронен сейчас в Чечне. Наше правительство Ахмедом Закаевым присвоена высшая степень награды Оман Си, честь нации Юсупу Хаджи Тимирханову. Вот. Я как раз, когда он сидел в Лефортово, Тимирханов, я ходил с другим своим клиентом в Лефортово, и мы там, комната для ожидания есть, и мы там общались с адвокатами Тимирханова. И мне один из адвокатов сказал его: Юсуп Тимирханов – человек, от которого исходит свет. И когда с ним поговоришь 5 минут, в него влюбляются и женщины, и мужчины, и дети, и старики. До того это был приятный и такой светлый души, добрейший человек души. И жаль, конечно, что его убили, но это его путь, он его прошел так. Ну, судя по комментариям, вас тоже как бы считают за светлого, правильного человека.
Это не так? Они ошибаются. Тут прозвучал вопрос, ребята, вопросы все вижу, что-то успеваю записывать. Был интересный вопрос, как бы вы ответили, когда был завербован, Василий, пожалуйста, задайте вопрос Аслану, как был завербован Кадыров старший русскими? Есть у вас ответ на такой вопрос, или вы хотите отвечать? Я могу вам сказать, как это происходит. Я, конечно, не знаю точно, как завербовали Ахмеда Кадырова, Ахмата, или как его там зовут. Когда я был студентом Санкт-Петербургского государственного университета, на 3-м курсе ко мне пришло письмо в общежитие, и меня вызвали в физико-математический, по-моему, факультет. В такой кабинет я зашел, там разобраны радиодетали, телевизор, такие радиоприемники, 100% там была видеокамера, я думаю, на меня досье однозначно имеется. И там мы начали разговаривать там, про Басаева, про Хаттаба. Человек представился майором или капитаном ФСБ Петровым. Уверен, фамилия вымышлена, потому что не врать они не могут, по работе им положено. Я так думаю, вот таким же образом был завербован и Кадыров Ахмат. Я отказался, я был отчислен, забегая вперед скажу, на 3-м курсе был отчислен, и потом я через 2 года восстановился в Москве и доучился. Но в Санкт-Петербургском государственном университете я смог закончить только 3 курса. Все остальные ребята, которые со мной учились, тоже чеченцы, не все, правда, там несколько чеченцев, они благополучно закончили, сейчас дома работают, и как бы я считаю, что из них выйдут тоже неплохие Ахмады Кадырова. Да, спасибо большое за ответ. Так. А вы сейчас владеете ситуацией, как живет современная Чечня, как уровень жизни, уровень свобод? Я уже за небольшое время тоже видел, что люди боятся за своих родственников, особенно те, кто живут за границей, в Австрии, Франции. И скажите еще, как эти анклавы рождались, Франция, Австрия, когда люди уже убегали или уходили от войны, как в Европе ваши общины складывались? Почему вы именно в Германии? Почему много в Австрии? Почему в Франции? Вы владеете такой информацией? Чаще всего, да, я владею такой информацией. Чаще всего это происходит, ты едешь к знакомым и к друзьям. Потом, например, здесь у нас в Гамбурге огромное количество с нашего Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики. Потому что приехал один, позвал второго, потом третьего. И огромное количество Катариуст, Ачхой-Мартан, это здесь. Я приехал туда, потому что у меня родители здесь. У меня брат, сестра, граждане Германии, и они уже давно живут здесь, 18 лет. 20 лет уже здесь живут. И я приехал поэтому. Другие люди едут, по таким же причинам. Плюс потом были периоды, какая-то страна лучше принимала, когда был период войны, и тогда уже чеченцы ехали в этом направлении. Был период, когда Германия там неплохо принимала, потом Франция. Именно юридический статус, когда тебе быстро рассматривают твое дело, дают документы на руки. Такого плана были дела. А где в Европе, кроме Франции, кроме Франции, Германии, Австрии, Норвегии, где еще большие общины есть? Насчет больших, вы все большие и назвали, остальные это, и в Чехии есть, и в Швеции есть, все страны, в Дании есть, все страны Евросоюза, в Голландии есть, везде, в Бельгии, во всех странах есть чеченцы. На всех языках говорим, наши парни, девчонки учатся в вузах, на разных специалистов, технические образования, гуманитарное образование, экономисты, юристы, инженеры, медики,
просто, как говорится, нет худа без добра. Я думаю, к освобождению нашей страны, деоккупации нашей страны, мы подойдем уже с лучшими специалистами европейского уровня. И имея связи, когда ты учишься в университете, как мы знаем, ты обзаводишься связями с профессорами, с учеными, и как бы в этом плане ты можешь в любой момент пригласить там врача, какого-нибудь высококвалифицированного для обучения или преподавателя. Я так думаю, у нас будет намного лучше, чем мы даже предполагали. Вот такое. Как ты думаешь, как в семьях воспитываются дети? Вопрос в случае деоккупации, возвращения, он не обсуждается или уже как бы могут быть варианты? Ну, конечно же, все чеченцы мечтают. Мы замерли. Вот тогда у нас была конференция правозащитников, обсуждался чеченский вопрос в Берлине. И приезжала одна правозащитница из Австрии, по-моему. Она сказала, что чеченцы как будто заморожены. Вот они 20 лет живут той войной и в ожидании вернуться домой. Все чеченцы мечтают вернуться домой. Подавляющее большинство. Конечно, если у тебя сын там учится и какой-нибудь специалист в какой-то области уже работает, не каждый захочет бросить высокую работу и вернуться в высокооплачиваемую работу и вернуться в Чечню и строить новое государство, по факту пахать. Вот сейчас вы в Украине по факту только освободились, и вам только пахать и пахать, чтобы дойти до какого-то уровня. Да? То же самое в Чечне, когда мы освободимся, деоккупируемся, придется. Конечно, что-то останется, но это не будет мешать, например, позвонить ему и сказать, средства коммуникации имеются, там, пришли нам специалиста, давай мы пришлем там кого-то. Но я имею в виду, завязки уже есть. Да, кто-то не вернется, бесспорно, кто-то интегрируется, ассимилируется, в том числе в европейском обществе. Но будем надеяться, что большая часть, хотя бы на период, чтобы поднять свою страну, а потом вернуться в Европу, все-таки будет приезжать, помогать. Уверен, так и будет. Аслан, интересный вопрос от Юрия Карпенко, нашего уже с вами модератора. Спроси за вакуумные бомбы или заряды. Что он знает об этом? У Луганского был один федераст, который рассказывал, что как они использовали в русско-чеченской войне. Да, совершенно верно. Использовались игольчатые, химическое, вакуумное, абсолютно все вооружения, которые запрещены. На территории Чеченской Республики Ичкерия применялось абсолютно все вооружения, которые запрещены международными конвенциями, в том числе ядерное и бактериологическое оружие. У нас огромный уровень радиации был один период там в определенных районах. У нас огромное количество, вот даже заряды, которые применяются, вот эти бомбы, бетона они пробивают, в них даже есть вот это радиоактивные элементы. И у нас просто огромный всплеск раковых больных. Огромнейший. Вы можете приехать в Москву, я тогда еще жил в Москве, или в Ростов вы заходите, практически все чеченцы. Онкологический центр Ростова, да, уточню, онкологический центр Ростова, просто все чеченцы. Самый большой в Европе онкологический центр в Москве на Каширке. Я там бывал, часто бывал, и не было дня, чтобы ты туда приходил, постоянно толпы чеченцев, которые провожают, посещающие, больные, там, хотя это самый большой, и там должны быть все национальности. Сюда, в Европу, в прошлом году человек умер, позапрошлом человек уже увезли, лечатся, приезжают сюда на лечение. Нас продолжают уничтожать. Война не закончилась в Чечне, просто сейчас как бы сделалось, что все нормально, а по факту идет лишение прав, урезание всех человеческих, там, моральных, общегражданских прав и уничтожение, физическое уничтожение. У нас применялись такие были моменты, это зафиксировано журналистами, правозащитными организациями. В школе целый класс девчонок резко заболевал. Вот, в школе один класс определенный, видать, в классе устанавливается, или им делают какие-то прививки, или там что-то распыляется. Только девочки.
В другом случае, в другом регионе, там в Шелковском районе, было только мальчики. И эти девочки, потом создается программа для лечения. В Ростове мы специально, вот мы поможем, мы же Россия, мы же одна страна, забираются эти девочки и проходят там под контролем, уже провели испытания на людях, и потом наблюдают процесс этого происхождения. И были случаи, ну, по разным источникам информации это поступало, что бесплодными девочки становились после вот этого всего. Вот такого плана испытания постоянно проводятся, ну, просто применяется все, что возможно. Испытывается новое оружие в том числе. Это все как-то фиксировалось или это просто передавалось со слов в слова? Да, это фиксировалось правозащитными организациями, это фиксировалось журналистами. Но Россия ведет активную охоту на все то, что говорят про вот эти ее преступления, зачищают журналисты, документы, фото, видео, все изымается, носитель уничтожается. Вот то, что я вам сейчас говорю, я, конечно, давно не поддерживаю с Россией никаких отношений, даже с Москвой, но при всем при этом, например, могут быть убиты, запытаны мои родственники, которыми я вообще не поддерживаю давным-давно отношения, потому что как бы, они не разделяют моих взглядов, они просто боятся и не хотят ничего иметь, и просят меня не заниматься вот этой правозащитной, журналистской по факту деятельности. Поэтому факты у нас есть. 23 февраля в прошлом году мы подали в Международный уголовный суд в Гааге на военное политическое руководство, куда включены преступления, геноцид, массовое убийство, ну и так далее, ну, фактами, с документами, со свидетельствами, ну и так далее. Руслан, два вопроса. Вот спрашивает Артур, где вы были во время войны? И второй вопрос, как военные грабили села, города, вывозили КАМАЗами? Спрашивают, знаете ли вы? Ну да, на КАМАЗах вывозили. Я учился в Санкт-Петербурге, потом началась Вторая российско-чеченская война, я был отчислен за то, что отказался сотрудничать. Дмитрий Анатольевич Медведев, знаете такого, да? Денег нет, где не вы держитесь? Да. Он преподавал у нас гражданское право 2 года. И этот человек не допустил меня до экзамена. Это когда я отказался сотрудничать с ФСБ, хотя у него не было никаких оснований меня не пускать до экзамена, он не допустил меня до экзамена, и потом меня отчислили. И с тех пор я понял, что Дмитрий Анатольевич Медведев является сотрудником Федеральной службы безопасности. И я переехал в Москву, и там работал, учился. Вот уже началась Вторая российско-чеченская война. Я занимался правозащитной деятельностью, юридической деятельностью. И вот помогал тем, кто в тюрьмах оказывался, кто там в больницы попадал, ну, в силу своих возможностей. Ну, вот чем я занимался во время Второй российско-чеченской войны. Понятно. Вопрос к вам как блогеру. Вот вы недавно создали свой канал реалити, да? Почему назвали реалити? И что пишут вам в комментариях подписчики? Ну, я лично слежу, да? И вы вот рассказывали, что вот каждый выпуск вашего ролика, там, это какое-то событие, люди говорят, мы даже там, ну, сами сейчас скажете, почему канал реалити и что пишут ваши подписчики, ваши зрители? Какие самые популярные или вопросы, или комментарии? Что болит сейчас? Ну, во-первых, первое, что я заметил, благодарят. Очень многие благодарят, что вот я говорю. Вот в описании у меня указано, я под каждым видео, большой текст у меня, я под каждым видео ставлю. В первую очередь, конечно, я хочу показать оборотную сторону лжи и иллюзий, которую российская пропаганда ведет. Это реальность.
да, я пытаюсь показать людям реальность. Вот я сажусь с человеком, вот с каким-нибудь там в чат-рулетки, абсолютно, как вы знаете, в чат-рулетке попадается кто попало, ну, как бы... А вы выбираете Россию только или вы выбираете... Да. Да. Я выбирал Украину, я так пообщаться, чтобы сам... Ну, это занимает очень много времени, и сами знаете, сколько это надо тратить. Да, очень выматывает. И тем более, когда адекватного надо найти. Мне говорят, найди адекватного, ты с какими-то алкашами. Это самые адекватные, которых я нахожу, с которыми у меня получается диалог провести, которые там не оскорбляют, не матерятся там, или полностью неадекватны. И пытаюсь донести, вот, показать обычным среднестатистическим россиянином. Я среднестатистический гражданин Ичкерии. Я пытаюсь с ним поговорить на равных, обсудить, провести ему свои доводы, послушать его доводы. Ну, вот этим реальность показываю. Не приукрашенную, но как есть. Тут уже наши модераторы пишут: обращаюсь ко всем, кто читает этот чат. Старайтесь всегда, или, что старайтесь, называть русско-чеченская первая, вторая война. Это очень важно. Правильно, Юра, молодец. Русско-чеченская, да, российско-чеченская, да. По факту это, конечно, русско-чеченская, потому что интересы русского народа, русского мира преследовались. Но с юридической стороны, вернее, будет, конечно, говорить российско-чеченская война. Потому что принимали не только русские, хотя воевали. Вот, например, сейчас, когда воюют чеченцы на стороне Украины, они же воюют не за кого-то, они за Украину воюют. Получается, это украинские бойцы. Конечно, это наши бойцы, но они воюют за Украину. Так, спасибо. Вот видите, я раньше не мог тоже разобрать, наговорить Украину или уговорить Украину. Но когда началась вот эта война российско-украинская, то я уже понял точно. Я спрашивал, я приезжал раньше в Киев, и там с кем-нибудь в поезде там едешь, там общаешься. А как говорить правильно, на или в? Говорили и так правильно, там никто не мог мне объяснить. Но теперь я говорю всегда только в Украине. Так что вот. Мудрец в скайпе пишет нам сообщение. Мудрец — это логин. Как часто бывали в Украине? Были ли уже за последние годы? Нравятся ли вам украинские женщины? Нравится ли вам борщ? Не знаю, горилка, если вы употребляли или употребляли. Что знаете о современной Украине, как бы вот из последних годов? Насколько близка, насколько чувствуете себя безопасно на украинском, безопасно, свободно? Вот какие ощущения от Киева, Украины, где были? Ну, я был в Киеве, в основном я в Киев приезжал еще до войны, мы встречались там с родственниками, которые не могли приехать в Россию, мы встречались там, побудем вместе, погуляем там по центру, походим, пообщаемся. Сейчас я был в 2017, по-моему, в 2017 году, на День независимости, 6 сентября 1991 года я приезжал с друзьями в Киев. Мы там на площади, на центральной площади провели акцию, митинг, посвященную Дню независимости. Туда пришли украинцы, наши друзья, ваши воины тут там были. Ну, Украина мне очень нравится. Украина такая европейская страна и как бы пытается сейчас ею быть, выдавливает из себя ватника потихонечку. Нравится борщ, нравится, все мне нравится. В Украине мне нравится практически все. Спасибо большое. Следите ли вы за ситуацией в Беларуси? Да, я как бы так смотрю, что сейчас там Лукашенко там что-то пытается, и не будем говорить какими-то поговорками нехорошими, но попытается и остаться во власти, и не попасть под пяту Путина. А я так понимаю, Путин начал оказывать сильнейшее давление, чтобы хотя бы, если он не может победить в Украине,
то ему хотя бы надо получить какую-то другую победу. Да? Вот это имперский народ, он требует побед. Пускай победы они только по телевизору, пускай это во вред им самим, но вот присоединили Беларусь, которая фактически и так как бы абсолютно под контролем российским спецслужбам и так далее, и без границ можно ездить туда. Ну, не знаю, белорусы тоже находятся в тяжелейшем положении, и я так понимаю, там очень мало людей, кто пытается противостоять этому. И, в принципе, устраивает вот эта ситуация, хотя есть люди, я вижу, читаю, есть люди, которые сопротивляются, но это не массы. Но удастся России втянуть Беларусь или нет? Не знаю. Думаю, удастся. Ну, если у белоруса ничего... Если он сейчас поведет себя как с Украиной, то я думаю, вот эти массы украинские, белорусские, патриотические настроения, они проснутся, и вот зародится вот этот костяк белорусского вот этого государства. Громадянское общество. Ну, да, элита, ну не в том смысле богатые там, и знаменитые, а в том смысле патриоты Украины, которые настоящее ядро государства, они зародятся, и Путин этого побаивается. Еще не хватало бы, чтобы там сейчас батька убежал куда-нибудь в Ростов, и Белоруссия пошла по пути Украины. Это смерть и подобное. Тогда уже все, тогда остается только уже русским выходить, и уже Путин бежать в Пекин Путину тогда придется. Вот так вот. И поэтому, видать, он аккуратненько, и я так понимаю, батька понимает, что он может вот этими силами патриотическими чуть-чуть припугнуть. Хотя он сам давит эти силы, они у него в задавленном положении там. И еще Беларусь пока не подросла. Ну, такая моя точка зрения, что не претендуя на 100%. Коль мы уже пошли по соседях, почему, я уже Мамуке задавал вопрос, Грузия всегда была на первых страницах у нас. От пиара реформ, от этого всего движения. Почему все это сейчас так тихонечко там, и мы вот не видим, не слышим, ну мы в Украине, я вот, по крайней мере, еще вот Саакашвили, когда был, еще как бы он там этот вопрос поднимал. Сейчас там тоже все грустно получается. Ну, не могу сказать. Период когда-то, когда начиналась там и первая российская чеченская, вторая российская чеченская, на первых полосах были мы, в начале 90-х были мы. Потом, когда Грузия свергла Шеварднадзе и пришел молодой Саакашвили, его поддержали европейские, американские политические круги, журналисты, СМИ. И из-за этого, и сам по себе, надо отдать должное, Михаил Саакашвили очень яркая личность, очень талантливый человек, очень умный человек. И вот как бы как говорят, на личностях бывает, да, когда одна личность, один человек может там повести людей, поднять это все. И потом у них война была, и вот как сейчас вы на первых полосах, когда за вас заступается мир, также в какой-то степени, не так сильно, как за вас, но тоже благодаря американцам русские не дошли до Киева, до Тбилиси. И потом у вас началась война, и поэтому у них там все устаканилось, как говорится, успокоилось. Саакашвили сейчас не в Грузии, яркой личности нет, поэтому у них чуть-чуть потише. И вам уже не до этого, потому что вы сейчас в кругу мировых, поле зрения мировых СМИ, политических кругов, ваша ситуация, она принципиальная, потому что этот вопрос жизни и смерти как России, так вас и вообще, ну, не побоюсь этого слова, США и Европейского Союза вообще. Потому что если вас дадут, ну это все. Это, ну, все. Это проект. Это не просто там укрепление России, там сила России. Это само собой укрепление сил. Но это проигрыш по всем фронтам. С преступным, террористическим, бандитским режимом Путина
всему Европейскому Союзу и НАТО придется жить, ну, еще там 50 лет. Даже после смерти Путина, потому что после этого Путин установит такой этот, как говорит Сурков, что это надолго, там это планы амбициозные. Планы вообще амбициозные, но как только им дадут в пятак, они будут себя вести так, как будто не было никаких планов. Да вы что? Да мы не говорили даже об этом. Ну что говорить? Да все нормально. Да нам вот своя Московия, нам больше ничего и не надо, короче. Вот такого плана все будет. Ну, надо дать в пятак. Не хватает Дудаева на какой-нибудь американской арене. Да. Американского не хватает. Вот эта обеспокоенность, вот это усмирение зверя, это сейчас уже просто даже не то, что не смешно. Здесь или помогаете, или просто не мешайте своими обеспокоенностями делать дело. Потому что озабочились. Да, понимаете, у каждого свои интересы. И вопрос еще такой. Динамо Киев или Спартак? Динамо Киева. Это так, разрядить обстановку. Интересуетесь футболом, с каким видом спорта, может занимаетесь? То мы все такие темы тяжелые уже. Давайте разрядим обстановку. Какую музыку слушаете? Ходите ли на концерты каких-то исполнителей? Футбол в Германии очень популярный. Успеваете на эти еще у вас хобби? Да, футбол не люблю, спортом я занимался когда-то и боксом, и акробатикой, и даже гимнастикой какой-то период времени. По детству даже было стыдно говорить, и поэтому пошел на бокс, потому что было стыдно. Акробатика и гимнастика. Чеченцу как-то не к лицу было заниматься такими видами спорта, хотя это феноменальный вид спорта, очень полезный, нужный вид спорта. Футбол особо не смотрю, только какие крупные чемпионаты, чемпионат мира, Европы и так далее. Когда все загораются, уже когда тебя просто насильно сажают, все там садишься, и уже загораешься, втягиваешься и смотришь. Так нет, особо не люблю. Тут, я знаю, есть Дортмунд-Боруссия, футбольная команда. Кстати говоря, ее русский террорист взорвал недавно футбольную команду. Слышали, наверное? 3 бомбы заложили. Это был вообще невероятный такой случай. Задержан, сейчас арестован, там дали большой срок, сидит сейчас. Русский террорист Сергей, забыл фамилию. Ну, вот так вот. В принципе. Какую музыку слушаете? На каких машинах ездите? Какая машина у вас? Спрашивают, знаете ли вы «Миллион первый» блогер чеченский? Слышали о блогере? Да. Не приходилось еще общаться? Ну, мы с ним переписывались там, вот так не общались, но переписывались с ним. Но ездил я на разных машинах, у меня были разные машины. Пишет Мерс по-любому. Мерс, да. Мерс был. А сейчас я не буду называть, какая марка у меня есть. Так, Мерс. На евробляхах, надеюсь. Да, даже на гамбургских номерах. Понятно. Музыку не сказали, какую слушаете? Музыку я тоже не люблю музыку слушать, конечно. В машине фоново что играет в машине? В машине, вот не поверьте, я езжу без музыки. Абсолютно. Предпочитаю в тишине. Много думаете, наверное. Нет, почему? Просто я иногда могу что-нибудь там послушать, какие-то новости послушать, такое, передачу какую-нибудь послушать. Ну, когда это было в Москве, допустим, когда на русском, я по-немецки очень плохо понимаю, приходится оставлять все движение и уходить там целиком, понять, какое же это слово произнес этот ведущий, какое-нибудь там. Так, раньше слушал Prodigy, мне нравились там разные.
исполнение. У меня брат молодой, он подсадил меня на это. Он диски присылал, и в машине у меня тогда еще были такие дисковые эти телефоны в машине. Слушал Prodigy, ну вот такого плана. Тяжелая музыка мне нравилась всегда, но если что-то выбирать, вот из этого. Украинские народные песни слышали? Слышал, но я не люблю, мне не нравятся народные вот эти песни, не русские народные, не американские, не кантри, не чеченские народные. Там есть какие-то, которые берут за душу, но особо нет. Мне гимн нравится украинский. Я его читал, там слова вместе мы там душу, сердце мы положим. Тело, душу и тело. Хотите, расскажу вам такую жизненную историю? Я никогда не думал, что я буду ее свидетелем. Был я в Грузии после второго Майдана. Интеллигентный человек, хорошо знает и Украину, и Киев. Ну и как-то мы сели вечером за ужином. Он меня подзывает. А это где-то очень сразу после Майдана, после революции. Он мне подходит и говорит: Василий, ты, конечно, меня извини. Что происходит, когда вот вы встаете, ложите руку на сердце и говорите: «Ширли-мырли, Украина»? Я не понял сразу. Говорю, ну, у нас нет такой «Ширли-мырли, Украина». Говорит: Василий, вот вы пойми, все встают, руку на сердце и «Ширли-мырли, Украина» поют. Ко мне дошло, что «Ширли-мырли, Украина» — это «Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля». Вот так, и вроде бы, как бы, ну, возможно, действительно, на языке оно как-то так, за Prodigy зачет вам сделали, так что за гимн и Prodigy в комментариях. Уже пошли от девушек вам смайлики с губками, поцелуйками, так что спрашивают, когда будет следующий эфир у нас, стрим. Ну, можешь запланировать. Да. Путь протоптали. Я думаю, что сейчас Аслана будут приглашать и Луганский, и так что вы видите на более широких массах. Мы сейчас вот в узком кругу на кухне поговорили, а я думаю, что дальше эту информацию нужно распространять. Поэтому вот мы уже 1:50, я уже потихонечку как выпуск новостей. А теперь о погоде, да? Мы уже... Да, можно, конечно, пора закругляться людям, чтобы чуть... Этот ролик попробуем разрезать на 2 части, чтобы можно было за один присест посмотреть много чего интересного. Что еще можно... Задайте вы какой-то вопрос, а то все я и я. Ну, даже у вас там перед вами там есть вопросы, Василий, вы можете там, ты можешь увидеть что-то и там что-то сформулировать. Так, все, есть вопрос, человек долго писал, я буду читать. Так, вы молодцы, так держитесь, я в Чечне и видел много, я молчу, у меня не только слова, эфир ничего не говори. Так, передай Аслану салам от меня. Ну, вам... Я как ничего не говорил, я уже все сказал. Вы ничего такого не написали, чтобы я не смог это прочитать в эфире. Мы сейчас в интернете все свои, сколько нас там смотрят. Ну, ребята, если еще писать будете бояться, ну это вообще страшно. Ну, говорить такое это дело. Это так, Василий, это вы не представляете, это как при времена Сталина. Меняется структура общества, структура мышления. Человек, который говорит правду, над ним начинают смеяться. Ты что, говорит, это глупость, ты говоришь, что перестань. Это невероятно, что происходит, потому что убивают всех, пытают током, ну, ужас, что творится. Поэтому давайте сейчас закончим, на самом деле, Василий. Мы много говорили, чтобы мы не надоели за один раз всем нашим зрителям. Да, мы тогда попрощаемся на этот раз, и потом с вами выйдем на связь, поговорим. Да, может мы в более широкой, может уже белоруса пригласим кого-то из наших друзей, чтобы было интересно и задавать вопросы. Ребят, это тестовый стрим, хотели на 2 канала, мы с Асланом еще вчера это все обсуждали, но пока что там технически не получилось быть такой двухсторонней, она была в Аслана односторонняя, а так получился диалог.
на канале Интервата сейчас этот стрим заканчивается. Через минут 15 он будет обработан ютубом, и Аслан сможет выложить для своей аудитории. Уже за 8 тысяч, я смотрел, перевалил ваши подписчики. Поэтому пишите под этим видео комментарии, что бы вы хотели еще услышать, украинцы, белорусы, свободные, с оккупированных территорий. Будем пробовать выходить в эфир и вот таким образом как-то доносить информацию. Аслан, заключительное слово скажите и будем завершать. Да, ну, я бы хотел напомнить зрителям, которые меня посмотрят из Чечни, из Чечении, как будет правильно, Чечения, с Чечении, чтобы не писали в комментариях информацию, которая может как-нибудь вас идентифицировать, вычислить, там, провоцирует, там, это, то, все. Нам главная задача на сегодняшний день сохраниться. У нас все отлично. Всем зрителям передаю большой привет. Украинцам выражаю огромный респект и уважение со своей стороны. Вы показали, что вы настоящая нация, настоящий народ, который заслуживает свободного своего государства, общества. Вы это своей кровью и потом доказали. Большое мое вам уважение, респект. И на этом, Василий, вам большое спасибо, что вот организовали все это. Мне тут объясняете, как надо все это делать. Пытаемся как-то делать. Мы делаем общее дело. Наша задача наши страны освободить, стать нормальным, цивилизованным, демократическим государствами, которые будут развиваться и приносить пользу как нам внутри страны, так и всему человечеству, внося лепту нашей культуры, нашей идентичности. Приятно было пообщаться. Всем спасибо. И вам спасибо, Аслан. Тут Наталья подрезюмировала. Спасибо Аслану за важную информацию. Спасибо Василию за стрим. Модераторам отдельное спасибо. Всем спокойной ночи. Модераторам спасибо. Всем спокойной ночи и, друзья, Анатолий Сайгон, и вам спасибо. Ребята, канал Аслана в реалити, Кир сбросил ссылку. Кто не подписался еще, подписывайтесь, ставьте колокольчик. Когда будет колокольчик, вы будете знать о всех событиях. Обещаю за эфиром подготовить Аслана к первому собственному стриму, если у него будет желание, чтобы я это смог сделать. У Сайгона все получилось, поэтому ожидайте в будущем совместные стримы. И я думаю, будет дебютный стрим Аслана уже перед своей аудиторией. Поэтому свободу Ічкерії, слава Україні, живе Білорусь. Всім здоров'я, всім добра, хай вам щастить, добрі люди. Все, до свидания. До побачення. До побачення.